Хатырскуа журналистша халагует ахюнткарра ахада ашукс айхшаалаква ирызгу и пресс-конференция. Уважаемые коллеги, мы начинаем пресс-конференцию президента по итогам года. Что касается ситуации в стране, внутри, вовне, я думаю, многое, что хорошо известно, многое из того, что происходит и как внутри страны, так и вовне, связано с теми процессами, которые складываются не лучшим образом в мире. Но мы, в свою очередь, должны сделать все для того, чтобы страна наша продолжала бы развиваться, чтобы мы могли бы состояться. Год был непростым. Мы никогда не говорили о том, что нам легко дается все то, что делается. Но уверен в том, что сделано многое. Мы на предыдущей встрече говорили о тех работах, которые проводятся в контексте взаимодействия с нашим стратегическим партнером, начиная от вопросов безопасности, вопросов, связанных с темой экономического развития, оказания нам финансовой помощи, тех проектов, которые тогда я вам озвучил, те предложения, которые сами озвучили и которые были поддержаны. Сегодня уже идут работы по этим направлениям, и по аэропорту, по морскому сообщению, по другим делам, которые для нас очень важны, особенно в части, касающейся здравоохранения. Значительная работа проведена. Я не сомневаюсь в том, что все те работы, которые мы запланировали, будут выполнены. Следует отметить, что у нас очень активно ведется сегодня работа внутри страны всеми политическими силами, новыми общественными объединениями. Я понимаю, что это связано с выборным процессом. Одни себя называют спасителями Абхазии, другие называют себя третьей силой. В этой конкурентной борьбе не замечают то, что мы дискредитируем свою страну. Мы дискредитируем возможных даже претендентов на ту или иную работу, на ту или иную должность. Слышу о том, что одни говорят о коррупции, но при этом дружно живут с нею. Рассуждают об экономике, но, к сожалению, не платят налоги, не возвращают кредиты, не хотят расставаться с незаконно воздвигаемыми объектами. Другие трусливо, с оглядкой говорят, что страна у края пропасти. Страна не стоит у края пропасти. Мы продвигаемся вперед, мы ее должны сохранить ради будущих поколений. Третьи же пытаются говорить об объединении страны, общества, до этого при этом разрушая те маленькие сообщества, в которых они были. Я думаю, хорошо известны они все. Мы продолжаем жить, развиваться. Мы не говорим, что нет сложностей, что не идет борьба за подряды, что некачественно строятся объекты. К сожалению, это тоже имеет место. Мы ставим жестко вопросы перед прокуратурой, перед правоохранительными органами, для того, чтобы все эти явления не имели бы места. Закон для всех един, и он должен работать. Нельзя не учитывать, но и то, что вокруг нас сложилась тяжелейшая ситуация, как в экономике, так и в политике. Мы с первых дней прихода во власть помним, какая была ситуация, какая была курсовая разница, какой был уровень инфляции. Те санкционные дела, которые были выставлены против нашего главного партнера. И когда говорят о том, что те возможности бюджета, которые сегодня мы демонстрируем, это следствие инфляции и курсовой разницы. Не совсем это так. Я еще раз хочу заметить. Мы не достигли огромных каких-то результатов, но и не допустили развала. Внутри страны при этом оппозицию штормило от съездов к митингам, референдуму, к захватам МВД, стоянию у парламента. Но, несмотря на все это, на все эти трудности, мы продолжали работать. Мы никогда не заявляли о том, что мы достигли экономического чуда. Но мы и не дали снизить темпы роста наших возможностей в экономике, не дали развалиться бюджету. Наоборот, сумели его нарастить.
выполняем социальные обязательства, платим зарплаты, пенсии, конечно, уровень которых хотелось бы, чтобы они были большими, но они далеко отличаются, во всяком случае, от предыдущих лет. Часть нашего общества демонстрирует претензии на лучшую жизнь, но при этом, к сожалению, платить налоги не очень-то желают. Ярчайший пример – это то, что мы творим в области нашей электроэнергетики. Но, во всяком случае, мы хотим лучшей жизни за счет другого государства, чтобы нам помогали, давали финансовые возможности. Я неоднократно говорил, мы самое социально ориентированное государство при самом невысоком бюджете. Мы стараемся помогать всем и вся. Но каждый должен понимать, что эти возможности не бесконечны. И нам нужно всем вместе, объединившись, заняться тем, чтобы те процессы, которые необходимы, и чтобы положительно все было выстроено в стране, должны делаться сообща, а не врозь. Следующий год покажет, насколько, кто и как готов заниматься всеми этими вопросами. Рауль Джумкипа и Хаджвашупс Апснаба Аднокотая политика Хархартаджа Кучера Хаман Шампулия Схаланзит Нткарра Хипшимра Шара официал визитла Республика Шатайт и Рубаски Апсны Урстулы Реймадера Аргоразы Владимир Путин Шаре Бюн Айфажера Пайпулара Пашиман Юнинский Зейвшик Сарзын Артахархарса Курит Сахома. Ятаху арт усура карыцыра хымпады вы ваускон хана азги издаххалу за экономика тусараква финанс таглазаши шимтулы харя хайз казаши изиг айзер хара урустулы харя яхи хабжо айпу шахатраква уйцаса усрур пипш атаглазаши изиг ех харцзуха хымпады Идзеги тахетахуб ярдна ала чажера. Я хамоб ай чажера ко урстула хацар хран ехеги хачуб абартауско анакзера роурпиш. Хампада иструет ишхало. Ярадеги псухо дергирмам изманагзер амацразих таку ирцхрауг мачу. Урстула мапа церквам артауско рынакзерзе. Рауль Джумкович, вот был ваш указ по решению проблемы свалки мусорной Сухумской. Откровенно говоря, все эти годы мы пытаемся ее решить, и до нас эта тема ставилась достаточно остро. Но, к сожалению, пока коренным образом что-то изменить не удалось. Получили соответствующую технику, так называемые машины, которые вывозят мусор. Их немало. Получили контейнеры, но полигоны, которые были созданы еще времен Советского Союза, остаются в критическом состоянии. Это и Гагра, это Гудаута, это Сухум, ну и далее в восточную часть Абхазии. Решение строительства о том, чтобы избавиться от этой проблемы каких-либо заводов, к сожалению, я пока не вижу возможным. Это значительнейшие, огромные суммы денег, необходимые для того, чтобы построить такого рода заводы. Только в Сочах, вот здесь у нас рядом по соседству, речь идет о 22 миллиардах для того, чтобы построить завод, который мог бы сжигать этот мусор, и чтобы он еще и не нарушал экологическую обстановку. Но мы пошли немножко по другому пути, хотя и это не самое лучшее действие. Мы говорим о возможности строительства нового полигона и начала работ по прессованию этого мусора. Мы проговорили с российской стороной и сами изыскали те возможности, которые к следующему году будут уже использованы для того, чтобы закупить такую технику и завозить на новый полигон уже в прессованном виде.
последующей возможностью потом уже дальше решать более глубже эту задачу. Что касается нынешнего положения на Сухумской свалке, да, были выделены средства, идут соответствующие работы для организации подъездных путей и для расширения котлована, который пока может принять какое-то количество еще мусора. Но удивительно то, что каждое наше действие вызывает еще новые запросы. Вот сегодня, вчера я слышу опять говорят о необходимости дополнительных работ. И все привязывается к мусорной тематике. Постройте нам дорогу, сделайте ту работу, которая позволила показать, что, мол, эта тема таким-то образом решается. Хочу заверить и тех, и других. Мы сделаем то, что возможно сделать от имени государства с имеющимися возможностями. И к следующему году, во всяком случае, напряжение по этому вопросу, я думаю, будет снято. Уходящий год примечателен был созданием новых коалиций политической оппозиции. Правда, в последнее время об этих коалициях как-то не слышно, но на днях, 21 декабря, была учредительная конференция общественной организации «Общее дело». Ваше отношение к созданию этой новой силы? Это не вызывает никаких страхов, никаких нет фобий. Все люди известны, они не в меньшей степени были участниками и предыдущих процессов, кто на одной стороне, кто на другой стороне. И никто никому не запрещает озвучивать свое видение тех процессов, которые есть в стране. Все хотят хорошей жизни. Но как эту хорошую жизнь построить, к сожалению, пока никто достаточно четко не заявил. Поживем, увидим, насколько они будут способны для того, чтобы изменить положение дел в стране. А что касается, будут ли они третьей силой, которая действительно сможет пойти отдельно в таком маленьком обществе, нужно будет, наверное, искать союзников, тех людей, которые будут поддерживать третью силу. В связи с ситуацией на российско-абхазской границе, вы знаете, что в этом году урожай мандаринов хороший, но люди сталкиваются с такой проблемой, что им нужно оплачивать справки соответствующие. На нашей стороне люди сталкиваются с такой проблемой, что им сложно реализовать свою продукцию. Возможно, как-то облегчить? Нет никаких фактически платежей за цитрусовые с абхазской стороны, кроме таможенного сбора. Даже те, которые были в структуре карантинной за выдачу каких-то справок, мы фактически волевым путем отменили. Есть брокеры, которые занимаются организацией вывоза этих цитрусов, которые не исключаю, не то что не исключаю, знаю, бывают завышают свои запросы. Мы их всех собрали, провели соответствующую работу. Ситуация на границе изменилась. И то, что стоят как раз-таки машины на местах загрузки не по одной и не по две, а десятками, и вывозят, это свидетельствует о том, что все-таки эта работа ведется. Да, непросто, да, трудно. Есть определенные сложности и на границе с российской стороны. На сегодняшний день, в сравнении с прошлым годом, если в прошлом году было порядка 4000 всего вывезено цитрусов, то в этом году уже к 23 числу было вывезено более 23 тысяч тонн. И мы предполагаем, что эта цифра достигнет, с учетом того, что еще не весь урожай собран, порядка 30-35 тысяч тонн. Это, я думаю, показатель неплохой. И хорошо нужно знать нам всем. В любом случае, все эти средства, которые будут получены хозяйствами, физическими лицами, остаются у них. Для хозяйств и предприятий это для того, чтобы закладывать возможности следующего года. Для частных и физических лиц, хотя бы как-то улучшить свой уровень жизни. Я считал, даже в среднем, если цена за килограмм
предположим, составляет порядка 10-15 рублей, а хотя у нас она намного больше, здесь по многим хозяйствам цена составляет порядка 25-30, а иногда и до 32 рублей. Это более почти 400 миллионов рублей, которые останутся в республике. Конечно, нужно сделать так, чтобы значительная часть тех цитрусовых, некондиционных, перерабатывалась бы на соответствующих предприятиях. Но пока, к сожалению, такой возможности нет. Об этом проговаривает сегодня Министерство сельского хозяйства. Мы рассчитываем на возможность получения таких линий, и чтобы к следующему году у нас были бы такие цеха, которые смогли бы принять и некондиционную продукцию. Рауль Джимкович, последние дни очень активно, особенно в социальных сетях, обсуждается вопрос о возобновлении проекта добычи углеводородов в населенном пункте Акум. Какова реальная ситуация вот в этой сфере? Те документы, которые были в предыдущие годы приняты, свое действие продолжили. Мы продолжили эти работы. Продлили эти лицензии. Что касается добычи нефти, мы иногда из этого вопроса пытаемся сделать некую политизированную ситуацию. Я хорошо помню, я был одним из тех, кто ездил в Москву в начале 2000-х годов для того, чтобы начать эти работы. Потом, по тем или иным обстоятельствам, эти работы были свернуты. Потому что я больше чем уверен, первый президент Абхазии понимал, что это может привести к сложным процессам внутри нашей страны, конфликтам. Мы все хотим одновременно заниматься добычей нефти. Это государство должно контролировать, регулировать, и все то, что будет делаться, должно быть в первую очередь в интересах государства. И не сомневаюсь в том, что нужны будут коррективы в этих вопросах, будут проводиться и эти работы. Будет увязываться и с экологической обстановкой, и с другими аспектами нашей деятельности. Туризм и сельское хозяйство определены основной стратегией развития страны. Скажите, пожалуйста, что предстоит сделать в будущем году для их развития? Во-первых, и туризм, и сельское хозяйство, мы неоднократно говорили, взаимосвязаны. Если мы действительно хотим иметь значительное количество людей, приезжающих в Абхазию, то мы должны их обеспечивать своими, как мы уже привыкли говорить, чистыми экологическими продуктами. К сожалению, не всегда наши руководители туристических предприятий, курортной сферы это демонстрируют. Потому что нужно показывать эти взаимоотношения с теми производителями, которые внутри. От этого зависят и вопросы, связанные с платежами. Не всегда это устраивает наших работников и в той же туристической сфере. Я не сомневаюсь в том, что нужно наращивать, нужно создавать новые бренды, нужно создавать новые маршруты и содействовать тому, чтобы к нам люди приезжали. Будучи в Гаграх по поводу объекта, который, будем говорить, стал совершенно другим. Объект, который в советское время принимал значительное количество людей, но после войны фактически долгое время простаивал. Сегодня там все обновлено, начиная от номеров и возможностей соответствующих услуг медицинского характера по 40 направлениям. Я думаю, что вот это как раз показатель того, что нужно делать, уходить от сезонности к круглогодичному периоду работы в этом направлении. В будущем году завершается российская инвестпрограмма. Как вы оцениваете реализацию инвестпрограммы, учитывая, что уже в первом квартале будущего года некоторые объекты должны быть сданы в эксплуатацию? Честно говоря, по части, касающейся строительства новых объектов, вы сами бывали, видели. Они идут с опережением и, несомненно, будут сданы к тем заявленным срокам.
Но есть и недостатки. Ситуация, которая складывается с водопроводом в Человах. Нам нужно будет дополнительно сейчас изыскивать возможности для того, чтобы довести до логического завершения эти работы. Материалы, которые необходимы были для того, чтобы посмотреть, насколько правильно и насколько законно все эти работы складывались в предыдущие месяцы. Подключена прокуратура, проведены предварительные экспертизы, которые дают неутешительную картину. Не сомневаюсь, что встанет вопрос и о возмещении, и о привлечении к уголовной ответственности. Следующая инвестпрограмма формируется в зависимости от того, какие, как говорится, направления мы заявим, Россия будет нам и помогать. Я считаю, что в основной своей массе это вопросы, связанные с инфраструктурой дорог, энергетика. Ну и, конечно, нужно еще думать и о проблемах водопроводов, канализационных систем, ну и часть какая-то средств на социальные объекты. Помимо этого, есть еще те средства, которые выданы на строительство новых объектов, новых производств по линии инвестиционного агентства. Есть определенные, я еще раз говорю, успехи, и, несомненно, вот это должно стать определяющим, чтобы люди непосредственно сами были бы заинтересованы в развитии такого производства и принимали бы своими финансовыми средствами участие в этих работах. Как вы оцениваете экономические итоги уходящего года? Что из запланированного удалось осуществить? Внешнеторговый оборот Абхазии по сравнению с прошлым годом вырос почти на 1,5 миллиарда рублей. Если говорить об экспорте и импорте, импорт возрос на 177 миллионов, а экспорт почти на 1 миллиард с чем-то. Это нормальное явление, и это необходимое такое действие, которое свидетельствует о том, что идет рост производства в Абхазии. Что не удалось? К сожалению, для нас очень важным является тема энергетики. Мы пытаемся изменить положение дел в этой части, несмотря на то, что мы буквально на днях открыли вновь воссозданное предприятие Сухумгес, но этого недостаточно для того, чтобы говорить, что задача в этой части решена. Очень много работ предстоит для того, чтобы реанимировать наши перепадные станции. Есть желающие начать эти работы. Главное, нам не нужно бояться и не политизировать эти вопросы. Хастуа шукс маим заза хунткар эйлага репатриация за министр Рахияган. Убри намадан Аджабхи куло ахатзаква абанза чирпсахи абсадгилах архан храза хаджинжва раззара ядхалу атак бхокра абанзазхай. Хымпаде умбарт иқам русымта шымпыла пияз авапсыра рыдгылары рыцнуқары харгех будет язрахып хадзарацкис ицаз хазар алап аха ян хазара апсны ядхалу ирыдгылатук ирыцнуқатук аԥсуа бызшәа аԥхьа инаргылан рырҵара иазку аусқәа иахьа атәылауаҩра роуеит Ливан, Иорданиантәи ихынҳәуа ауааԥсыра. Иҳаӡбарц ҳаҿуп рҭыԥ нхарҭақәа, адгьылқәа уаҩҵас еиқәыршәаны ироуп еиԥш. Аха уи уахык иҽнагала иалыршахо усхоит ҳәа сгәы иаанагом. Демографиатә ҭагылазаашьа макьана иҽеиуп уҳәартә иҟаӡам. Аха аԥхьаҟа ус сгәы иаанагоит. Иара абри ахаилак иҟоу арепатриациадагьы, адемографиа аганахьалагьы аусура аҽазыршәартә еиԥш аҭагылазаашьа рыҭатәуп. Дара ҳәынҭқарра ҵасла иазнеиртә еиԥш. Ҳара иахьа афондқәа иаԥаҳҵо уи аиаша азыҳәан ирыцхраауеит аԥсуаа милаҭ. Аха абарҭ аусурақәа зегьы напык аҿы, ҳәынҭқаррак структурак аҿы иҟалартә еиԥш иҟаҵатәуп.
У нас очень много говорят о налоговой реформе. И говорили при предыдущих властях, при вас, и нынешние министры говорят о необходимости налоговой реформы. Вот на какой стадии она находится и что от нее следует ждать? Это первый вопрос. И второй вопрос, что вы считаете самым важным достижением вашей работы вот в уходящем году? Мы много говорили, и говорили предыдущие руководители государства. К сожалению, какого-либо продвижения в этом вопросе не было. И сегодня те наши поручения, которые нацелены на то, чтобы минимизировать количество этих налогов. Я общался со многими нашими предпринимателями, работниками различных сфер и говорил в открытую: мы готовы пойти на то, чтобы, предположим, оставлять вам в полном объеме вашу прибыль. Но при одном условии: вы должны демонстрировать свои проекты работ на расширение вашего производства, на создание дополнительных рабочих мест. К сожалению, наши многие так называемые руководители, что в коммерческих, то являются руководителями арендных отношений, не хотят этого делать, не хотят демонстрировать. Что касается тех же вопросов, связанных с темой НДС, я слышу много разных мнений по этому вопросу. Мы ничего нового не ввели. Оно нам дало возможности создать условия сохранения и повышения, пусть даже немного, нашего бюджета. Я могу привести вам примеры. У нас значительное количество, по тем же статданным, предприятий, которые громко называются, и работает всего 2-3 человека с заработной платой в 5-6 тысяч рублей. Я еще раз говорю, налоговая политика должна быть понятной, прозрачной не только для самой власти, но и для того, кто работает. То есть нужно пойти по пути минимизации количества имеющихся налогов. И мы неоднократно это ставили, сегодня работа ведется. Я уверен в том, что мы достигнем этого результата, при том, что не все этого желают. Мое самое главное достижение, знаете, какое? Что мы, несмотря на все то, что происходило внутри страны, я как человек не озлобился. Я пытаюсь со всеми говорить. Нам нужно работать сообща. Нам нужно говорить. И самое главное достижение, я еще раз говорю, мы продемонстрировали и себе, и окружающему миру, в том числе и России, получая сегодня меньшие финансовые вливания, мы не разрушили свой бюджет и нарастили свои собственные возможности. Они не самые колоссальные, как я и говорил ранее, но это свидетельствует, что у нас есть резервы. Только по одному Гагре и Гагрскому району у нас на первоначальном этапе было значительное количество неплатежей, недоимок. Но сегодня ситуация выравнивается. Могу с уверенностью сказать, пусть кто как хочет, потом это демонстрирует в своих высказываниях. Бюджет страны, если сегодня практически достигает до 5 миллиардов, мог бы быть при правильной постановке вопросов и более жесткого администрирования порядка 8-9 миллиардов. Эти деньги, к сожалению, еще не доходят до государства. Очистные сооружения в районе Синоп в рамках инвестпрограммы в будущем. Что касается очистных сооружений, это тема злободневная. Практически во многих наших районах это тема номер один. Мы проговаривали и по Синопу. Надеюсь на то, что такая возможность, если даже не к подключению, будет это иметь место к общим сетям, то хотя бы решить эту задачу локально. На последнем съезде ФНА вы сказали, что бюджетникам будете повышать зарплату, бюджетникам. Вот, это хорошая новость. Хотелось бы узнать, когда она будет? С начала года или чуть-чуть попозже? Второй вопрос. На последней встрече
президентом России не проговаривался вопрос о возобновлении работ по железной дороге в Республике Абхазии и транзитный проход далее на восток. Вопросы заработной платы в соответствии с теми соглашениями, которые были приняты между нами, то есть Россией и Абхазией, для значительной части бюджетников они возрастут практически на 6,2%. Заработные платы в среднем будут составлять порядка 13-14 тысяч рублей. Это в первую очередь коснется образования, культуры, здравоохранения и других социальных сфер. Что касается железной дороги, на последнем нашем разговоре, на последней встрече, по железной дороге мы не говорили. Железная дорога, так или иначе, она сегодня функционирует до Сухума. Что касается транзитного, если вы это имеете в виду, я говорил открыто об этой теме. Это не только от нас зависит. Грузинская сторона категорически против. И с учетом новых реалий, появления новых политических организаций, общественных организаций, расклад сил серьезно меняется в обществе. Нет такого, чтобы коалиционно, вот если года 2-3 тому назад люди отказались от участия работы в политико-консультативном совете при президенте. Не рассматриваете ли вы возможность с учетом предстоящих выборов возобновить заново, вернуться к этому вопросу и начать политический диалог с участием всех политических сил? Все те, кто сегодня объединяется, все хорошо известны. Я буду рад, если у кого-то из них реально, предположим, получится хоть одно из заявленных их действий. Мы готовы к диалогу, мы открыты. И мы неоднократно говорили о возможности сесть и начать разговор. И я больше чем уверен, это будет непросто, но необходимо сделать. Скажите, пожалуйста, вы к Новому году уже подготовили подарки для родных и друзей, и что бы вы хотели получить сами? Я всегда пытаюсь как-то уделять внимание своим близким и родным, друзьям, чтобы пожелал бы, как нормальный человек и себе, и другим, спокойной нам жизни, мира нам. Я не сомневаюсь в том, что мы заслужили этот мир. И пройдя действительно очень сложный путь становления этого государства, хотелось бы, чтобы мы сами бы не разрушили то, что было воссоздано таким трудом.